Продовжується прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. Наступну годину будемо з вами разом працювати у цій студії, обговорювати теми, які стосуються як України, так і світу. Одразу хочу сказати і попросити вибачення у наших глядачів, тому що ми заздалегідь анонсували прихід у цю студію гостя Борислава Берези, народного депутата України позафракційного. Утім, він дуже різко занедужав. Ми усією редакцією бажаємо пану Березі як швидкого одужання і чекаємо його у нас в студії вже після того, як він одужає. А зараз замість нього погодився прийти до нас в ефір журналіст Айдер Мождабаєв. Вітаю вас, пане Айдере, і сподіваюся, що зможемо оговорити навіть набагато краще усі теми, які у нас заздалегідь анонсувались з паном Бориславом. Отож, хочу почати з цього, з чого нашу розмову. Повернення Росії в ПАРЄ суперечить міжнародному праву. Росія не виконала жодної резолюції в рамках міжнародних організацій. Про це у Твіттер заявила речниця МЗС Мар'яна Беца. Українська сторона ствердила, що у питанні виконання міжнародного права не може бути компромісів. Ось таке написала Мар'яна Беца у своєму Твіттері. Пане Айдере, до вас питання наступного характеру. Взагалі, от цікаво почути і ваші думки, і ваші коментарі стосовно того, кому взагалі прийшла ідея повернути Росію до ПАРЄ? Путину. Чому? Чому взагалі цю ідею підтримали? Потому что Путин платит иностранным политикам деньги. Я буду, вот, знаете, вот очень трудно заменить, конечно, Борислава Березу, и вообще трудно заменить политиков, у них свой уровень какой-то осведомленности, но есть одно преимущество. Мне нечего выбирать выражения. Я могу называть вещи своими именами, так что пользуйтесь. Я могу оценить этих людей, кем они на самом деле являются. Это политические проститутки западные, которые достаточно недорого по российским меркам стоят, платят им по-разному, либо какими-то бонусами, либо, ну, я знаю много способов, как Кремль их покупает, но смысл один. Так или иначе, они проталкивают этот аргумент, что Россию нельзя травить, что с Россией нужно сотрудничать, нужно медведя гладить по шерстке и всячески ублажать. Эти люди, и там же этот глава ОБСЕ, это ПАСЕ был тоже такой, которого отправили в отставку, он тоже был такой ватненький. Он даже за российские деньги в Сирию летал. И вообще там в ОБСЕ тоже. Я видел, когда я был на сессии ОБСЕ недавно, я видел человека, который вел заседание ОБСЕ, и он не дал мне слова, например, там россияне врали, сидели про то, что в Крыму нет никаких репрессий. Я попросил слова, он мне не дал слова, сказал, что нет времени, регламент мы не укладываемся, хотя 6 человек потом выступали. А после на банкете я видел его, как он сейчас стоял, выпивал с российской делегацией. Вот. То есть это такие вот люди, да, они недорого стоят, и поэтому я в этом вообще не удивлен, що вони предприймають такі шаги. Добре, це от ваша така різка заява, це зрозуміло. Але хочеться почути ще від вас от на офіційному рівні, взагалі, чим мотивували вони свої вимоги повернення Росії до ПАРЄ і скасування частково санкцій, наскільки мені відомо, теж таке було? Ну, борьба за мир во всем мире. Ублажение агрессора. В принципе, это конец 30-х годов в Европе. Ничего нового не придумали. Возьмите любые речи тогдашних лидеров, Британии, там кого-то еще. Просто страны меняются, а смысл речей остается такой же. Не надо ссориться, с Сталиным нужно быть корректным, с Гитлером надо быть корректным. Если злить, они еще больше вреда нанесут. У каждого свой интерес, в том числе коммерческий. Многие западные страны связаны вот этими газовыми нефтяными контрактами, им не хочется терять ни рынки российские, они и так уже потеряли и воют там из-за того, что сыр им негде продавать, хотя я считаю, что это вообще полная ерунда, и Россия это не такой огромный рынок, о котором это не Китай, о котором там можно так сильно плакать, но конкуренция великая, как бы экономические проблемы есть в каждой европейской стране, и в каждой европейской стране есть лоббисты, которые трогательным образом вдруг становятся сторонниками Путина. Мы видим это во всех странах европейских в большей или меньшей степени. Но в России есть достаточно серьезная среда, вот, которая нам может удобрять деньгами, всякими преференциями, всякими встречами с своим императором и все такое прочее. Поэтому я вообще не удивлен. Они это делают постоянно. Я удивлен тому, что Европа медленно чему-то учится, и она сама, не Украина, а сама Европа должна ставить на место таких деятелей. Но мы-то точно будем ставить, а нам деваться некуда. Если они
вдруг в ПАСЕ вернут Россию, нам надо доставать и уходить. Это, по-моему, вариантов тут нет. Ну, але ж все ж таки, якщо ця вже мова пішла за це, якщо такі ідеї вже лунали, то можливо таке, що і далі буде це лобіювання, аби повернути Росію? Да, конечно, будет, конечно. Но я считаю, что я опять не советчик Павлу Климкину, которого я уважаю очень, и не советчик я и Диме Кулебе, который представник, постоянный посол Украины при ПАРЕ, который прекрасно знаю, тоже уважаемый принципиальный человек и никому другому и не советчик. Но просто если ситуация... Украина сейчас, на мой взгляд, вот она и дает понять, и должна давать понять, что если вы все-таки вот на это пойдете, если вы при том, что Россия ни одного условия, из-за которых ее исключали, из сессионного зала выгоняли, не выполнили, и вы все равно ее вернете, да, вот тогда Украина может предпринимать любые демарши политические. Они же знают, чем они рискуют. Они должны знать, что если они возвращают делегацию страны-агрессора, не выполнившую ни одного условия, не пошедшего навстречу международного сообщества ни в чем, они вернут, но тогда, извините, но Украине ничего не остается, как жестко отстаивать свое право, как право страны жертвы агрессии, а не агрессора. Це питання зняли з обговорення, чи все ж таки відтермінували на якийсь інший час? В ПАСЕ имеется в виду вот Да. это, да? Ну, я не знаю, там это надо звонить, уточнять, как, в каком состоянии. Но там эта брашка, она перманентно бродит и булькает. Вот они же там любой щелью пользуются, вот эти лоббисты путинские. При любой возможности этот вопрос опять обозначить, что-нибудь сказать. Вот это такой же Земан безумный, этот старый дурак президент Чехии. Он где-то скажет, вякнет, что Путин хороший, еще кто-то вякнет. Они за эти ниточки все время дергают, и все эти слуги путинские, они там высказываются. Пока никаких последствий нет, пока это прощупывание реакции, наверное. Если, конечно, такой вопрос поставить на голосование, так я думаю, что его и не поддержит большинство стран. Но если поставят, это должен быть жесточайший отпор всей Украины и всех стран адвокатов Украины. Это практически весь Европейский Союз целиком. Должен быть жесткий ответ на эти действия. И убрали этого мерзавца, который за русский счет летал в Сирию, но так какого-то другого поставили, тоже я не знаю, там его репутация мне неизвестна, вернее, по-моему, женщина даже. Вот, я не изучал просто вообще этот вопрос, но то, что там все время находятся люди, которые хотят Путина ублажить любыми способами. И это так есть и так будет, к сожалению. Вот такая у нас гибридная Европа, в том числе сейчас не только гибридная Россия. Але от давайте трошки змоделюємо ситуацію, що от все ж таки Росія повернулася до ПАРЄ. Як це відчує на собі Україна? Ну, во-первых, я уже сказал, что Украине нужно выходить из зала и не От, возвращаться. окрім цього, просто Но уявімо. это будет значить, что мир встал на сторону Российской Федерации, что де-факто он признал ее право творить бесчинство и никак за это не отвечать, даже такой мелочью, как отсутствием в зале парламентской ассамблеи Совета Европы. Это же символический, в принципе, акт. Они чего там боятся и как они аргументируют? Они говорят, что а вот в России тогда вообще не будет соблюдаться никакие права, никакие конвенции, а можно подумать, сейчас она соблюдает что-то. То есть они хотят ее вернуть, Россию, не потребовать ничего. Вот в этом вся пошлость этой истории. То есть если бы они хоть что-то выполнили, это еще можно было бы рассматривать каким-то образом этот вопрос. А здесь, вы знаете, нам не удалось преступника наказать, мы будем жить теперь по его законам, давайте он вернется. Но это будет полное поражение Европы, позорище и крах вообще всей этой системы международных организаций, если Россия, наплевав на все, победно вернется в такой, в общем-то, уважаемый старинный орган, там ему почти 100 лет этого Совета Европы. Повернемо щодо цієї теми. Хочу одразу нашим глядачам сказати, що ми очікуємо на телефонне включення Ахтема Чийгоза, заступника голови Меджлісу. Також у нього спитаємо, що він хотів сказати у ПАРЄ, коли туди літав. Про все це ми поговоримо ще згодом. А зараз хочу перейти до трошки іншої теми стосовно репресій кримських татар. Маємо таку інформацію, що 23 листопада в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху за нібито вимагання в особливо великому розмірі у громадян Туреччини. Знов спостерігаємо, що продовжуються репресії в Криму. От, Айдар, до вас питання. Спочатку таке, нащо це все треба? Чи це залякування? Чи і взагалі, коли це все скінчиться? І чого вимагає безпосередньо Путін, окупаційна влада у Криму? Чого вони хочуть досягнути? Ну, они пришли в Крым, они знают, что крымские татары – это их враги, и им надо победить врага.
Но все, это если коротко так, да, им нужно по максимуму поубивать, посажать, выгнать оттуда крымских татар. Договориться с ними они не смогли. Да, и у них особой иллюзий не было. Там собрали себе кучку коллаборантов, которые вообще даже из дома выйти не могут, потому что у них тут же плюют и кричат предатели. В общем, они не могут никак влиять на крымско-татарский народ в принципе. Что делает оккупант, когда он никак не может влиять и договариваться? Он вводит режим страха. Он вводит режим гетто, когда все крымские татары ощущают, что они под наблюдением находятся, они тут чужие, им не доверяют, за ними будут пристально следить везде, на работе, там, в школе, в университете, вплоть до детского сада следят, это не шутка, и везде будут следить. И в случае чего их по любому поводу их накажут. И они абсолютно бессильны против этого, потому что мы знаем, там куча случаев таких, которые не доходят даже до широкой огласки, где, допустим, никто не погибает или не садится в тюрьму, да, но у людей отнимают свой маленький бизнес, выгоняют из дома, недавно выселили из квартиры, из дома людей и так далее. То есть ты беззащитен абсолютно, ты никто, ты житель гетто, а мы надзиратели здесь. Вот. Их задача очень простая, для меня понятная. Это построить такое подобие Корейской Народной Демократической Республики, когда страна превращается в лагерь, а в Крыму этот лагерь первым создают для крымских татар. Чтобы вас не было ни видно, ни слышно. Хотите жить? Тихо. Живите так, чтобы вас даже не видели вообще нигде. Если вы хоть чуть-чуть голову поднимаете, если вы хоть чуть-чуть осознаете себя народом, все, вам конец, вас выселят, выгонят. Вот на похороны Видже Кашка пришли там несколько тысяч людей. Эти все люди взяты на учет. И они, собственно, и знали, когда они туда ехали, что они все попадут на ФСБшные видеокамеры и так далее, и так далее. Сейчас они будут всех обрабатывать. Там огромный аппарат ФСБ. Они будут ходить, будут всем угрожать, будут угрожать депортацией, угрожать отъемом имущества, угрожать какими-то проблемами другими, посадкой. Это вот просто похороны, они не решились на них ничего делать. А в принципе, если собирается там больше 3 крымских татар, это уже у них называется несанкционированное собрание, как это там митинг, пикет, они сажают за что ни попадя. Это было уже они административные протоколы, причем достаточно большие штрафы предъявляли просто за то, что людей встречали в кафе, там 3-4 людей. Оформляли это как собрание и так далее. То есть цель такая. Крымские татары по минимуму общаются с остальными жителями Крыма, то есть в себе капсулируются, то есть такое гетто гибридное, когда минимум общения у представителей одного народа, который избран изгоем с остальными. И плюс, чтобы крымские татары боялись даже друг с другом общаться, чтобы они сидели по домам, чтобы все люди, которых они запугали, чтобы они уехали, а остальные, видя пример, вот то, что творят с семьей Дигерменджи, там, когда сажают его сына, потом отца, другими семьями, вот 100 детей уже там без родителей, и будет еще больше, больше, больше. Это тотальный такой парализующий страх, показательные казни, чтобы все остальные были как в Северной Корее. Вы из Северной Кореи какие-то новости знаете? Нет. И вот они хотят, чтобы так было с Крымом. Но просто это я думаю, что это нереальная цель. Спостерігаємо, що ані ми, українська сторона, ані міжнародна спільнота жодним чином, точніше, ніяк не можуть вплинути на Росію, аби вона, врешті-решт, заспокоїлася. От смерть Виджея Кашка. Хто за цю смерть буде відповідати? І як взагалі можливо притягнути до відповідальності окупанта за це? Ну как, это надо все правильно, это правильно Порошенко сказал, надо оккупацию убрать, и только тогда как ты оккупанта привлечешь? Как можно было сотрудника СС привлечь к ответственности до того, как он попал в руки правосудия? Здесь на данный момент важно их всех документировать, вводить какие можно внешние санкции, какие можно, и персональные, и против страны за вот эти преступления против человечности. И узнавать имена всех этих людей, которые там убивают, сажают и так далее. Ну а как их еще? Когда попадут в международный трибунал, вот сербы сейчас сидят, и эти будут сидеть, никуда не денутся. Все их бесчинства сейчас, слава богу, знаете, если уж я читал расследования времен Второй мировой войны, которые после окончания войны были проведены, находили очень многих. Тех, кто помогал людей оккупантам сажать, там, кто из числа оккупантов бесчинствовал. Вы знаете, многих нашли. И это в тех условиях, когда не было ни видео, ничего. А эти же все красавцы, они все окажутся где надо. И все их бесчинства будут наказаны. А другого способа нет сейчас. Але врешті-решт, що зараз робити людям і як їм там жити, якщо зараз немає важелів прямого впливу? Ну, во-первых, действительно нужно
как можно меньше общаться с другими людьми. Это уже вопрос, это, конечно, в другое время никогда бы я такого не сказал, но в данный момент это вопрос безопасности. Потому что любой может оказаться стукачом, любой может оказаться доносчиком, любой мошенник, там, любой бизнес-партнер, любой, там, я не знаю, даже сосед через дорогу живущий может написать донос в ФСБ и рассказать там, что про вас написать все что угодно, чтобы вам там, допустим, отобрать у вас что-то, да, или нанести вам какой-то вред, свести счеты, там, подвинуть по службе, значит, занять ваше место в каком-то предприятии. Они пишут, они будут писать доносы. Меньше с ними общаться, меньше разговаривать, в принципе, с людьми, которые могут быть потенциальной угрозой. Быть очень внимательным к своей безопасности, хотя это ничего не гарантирует. Но, по крайней мере, сейчас вот ребята из Крымской солидарности, и Нариман Джалялов подобные вещи публиковал, первый зампред Меджлиса, они публикуют инструкции, как вести себя в условиях этого гибридного гетто крымским татарам, что надо как можно меньше ходить по одному, нужно желательно ходить вдвоем, втроем, чтобы провожать детей, встречать детей. Нужно знать, как себя вести и что говорить, и чего не говорить в случае, когда тебя могут арестовать. А как показывает практика, арестовать могут любого и везде. Последний арест – это просто арест людей, сидящих в кафе по доносу. И это может случиться с каждым. Я думаю, что сейчас все крымские татары, которые живут там на оккупированной территории, они изучают эти вещи, потому что слишком много всего этого вокруг, и примеров масса, и никто себя в безопасности чувствовать не может. Ось хочу нагадати нашим глядачам, що у нас у Фейсбуці на офіційній сторінці телеканалу АТР є Фейсбук-трансляція, і там ви можете лишати свої коментарі. Ось Азіз Ягіаєв написав наступне. Хочу процитувати. Це він написав ще стосовно минулої теми, але вона підходить і зараз. Цитую. «Россия-агрессор не выполнила ни одного пункта ПАСЕ. Репрессии в Крыму продолжаются. Наши сыны сидят в тюрьмах, огульно обвиненные в терроризме. России нет места в ПАСЕ». Це Азіз написав ще до минулої теми, але от і зараз, знову ж таки, якщо поєднуючи тему ПАСЄ, те, що ми з вами говорили десь хвилин тому, і поєднуючи ці репресії в Криму. Тобто, ми бачимо, що відбувається безкарність, відбувається взагалі, немає жодних зараз важелів впливу. І ми розуміємо, що якщо і йдуть такі вже теми у ПАСЄ, у ПАРЄ, тему повернення туди Росії, то це взагалі тоді розіб'ється уся структура, всі бажання, всі прагнення України зробити мир і взагалі, врешті-решт, зробити так, аби кримські татари були у захисті. Конечно, этого допускать нельзя. Украина должна усиливать давление по всем направлениям, по всем. И это наш президент достаточно ездит по миру, выступает в международных организациях. Не надо стесняться говорить свои позиции. Он и так стал жестче высказывать в последнее время высказываться. Я считаю, что правильно. Нужно как можно жестче напоминать миру об истории прошлого века, о тех поблажках Гитлера, которые они творили, и что в итоге произошло. Я думаю, что Путин в каком-то смысле нам помогает, потому что когда он публично объявляет о том, что он переводит экономику на военные рельсы, что все заводы должны изготовлять оружие, быть готовыми и так далее, это подтверждает того, что у него далеко не оборонительные планы. И что в конце концов это может коснуться не только Украины, а других стран Европы и мира вообще даже. Да? И это не шуточное пугало такое, не картонное. Да? И поэтому Украине нужно постоянно об этом напоминать. Понятно, что есть там жители каких-то европейских стран, типа, может, условного Люксембурга, там, условной Австрии, где жизнь прекрасна и удивительна и ничего не предвещает беды. Но мы должны напоминать, что это может быть в любой момент. И с вами тоже, ребята. И у вас могут отнять территорию, и у шведов, и у норвежцев, и у финнов. И они могут приплыть куда угодно. Они уже вмешиваются в выборы в Барселоне там, и в других странах. Меня извините, но это как бы мы должны давать понять, что Россия это опасность, и должны, так, условно говоря, грубо выражаясь, бить по мордам этих людей, которые предлагают Россию куда-то вернуть и снизить на нее давление. Россия при сниженном давлении, у нее будут полностью развязаны руки, она продолжит дальше свою экспансию по всему миру абсолютно разными способами. Ее отпускать с этого ошейника нельзя, потому что это абсолютно бешеный зверь, который не понимает никаких уговоров. От, зокрема, продовжуючи вашу тему, у нас в ефірі вже неодноразово політологи казали, що є і політичний тиск на Росію, і економічний, але Росія каже, що ці тиски жодним чином на неї не впливають. Це лише розмови, чи все ж таки трошки є якийсь вплив?
зокрема на Росію? Політичний, економічний? Або, можливо, ще є якісь важелі, знову ж таки, ще якось можна вплинути? Конечно, санкции действуют, у них проблемы там с банками, это все, конечно, скажется на экономике, но это не критичные проблемы, это не проблемы выживания, да, не вопрос жизни и смерти. У Европы и у мира находится в руках огромное количество рычагов давления на Российскую Федерацию. В конце концов, Европейский Союз, я говорил это уже неоднократно, это неприятно некоторым слышать, но Европейский Союз содержит путинскую Россию. Он платит ей деньги за нефть и газ. И на эти деньги Путин воюет. На эти деньги вооружает свою армию и угрожает всему миру. Это очевидные факты, просто от этого никуда не уйдешь. Я думаю, что І в итоге... відмовитись від цього теж не можна. Нет, можно, потому что я разговаривал, опять же, с западными людьми, с серьезными, с бизнесменами и с политиками. В среднем, ну, есть страны, которые больше зависят от европейского там, газа, нефти, есть, которые меньше. Но, в принципе, ничего нереального в том, чтобы отказаться вообще от российского газа и заменить какими-либо источниками в течение 1-2 лет. Нет, это не суперфантастическая картина. Это, в принципе, можно, если действительно впрячься в эту борьбу и понять, что надо добивать. Надо дожимать и додушивать. Вот вопрос в том, что они до конца этого не поняли. Но когда дойдешь, что надо додушивать, инструменты у ЕС, у США есть. Они имеются, есть еще работающая система SWIFT, есть еще очень много всяких ресурсов, есть куча денег у путинских всяких прихвостней в разных странах мира, они на счетах лежат. Вот то, что начали арестовывать во Франции одного там путинского близкого бизнесмена еще где-то, это тоже будет. Мы не можем, конечно, ждать быстрой реакции. К сожалению, мир расслабленный, такой расхоложенный. Он не готов воевать, и не готов даже воевать экономически по-серьезному. Но я думаю, что Путин всех заставит заняться собой всерьез, потому что он, вот эти режимы диктаторские, они никогда не останавливаются. Таких случаев в истории не было. И такая имперская диктатура имперского типа, как ее является сейчас Россия, она по своей структуре она не может остановиться, она обязана катиться дальше. А задача Украины просто как можно серьезнее ставить вопрос о том, что они творят, требовать новых санкций за репрессии в Крыму, за убийства, за вот эти тюрьмы, требовать новых санкций за продолжение войны на востоке Украины, требовать, знаете, как говорил, по-моему, Мартин Лютер Кинг, будьте реалистами, требуйте невозможного. Но здесь даже невозможного ничего я не вижу, этого можно и нужно требовать, и бить в эту одну точку, и в конце концов мы добьемся того, что ужесточены будут санкції. Окрім того, щоб, як ви кажете, вимагати, що ще можна робити з боку України, щоб це все завершити? Прискорити, точніше, процес завершення. Ну, Украина и сама должна еще свой путь пройти. В Украине очень много бизнеса, связанного с Россией. Это же позорище, когда мы помогаем оккупанту зарабатывать деньги. Есть куча предприятий украинских, связанных бизнес-связями с Россией. Если поехать на погранпункты в Харькове, можно увидеть, как украинские бизнесмены возят еду в оккупированный Крым, где получают даже преференции на границе, им дают какую-то справку, чтобы с них не брали там лишний налог какой-то, потому что через блокаду Крыма теперь не проедешь уже 2 года как. Они наладили пункт поставки через Харьков. Это минеральная вода Морщинская, это соусы Чумак, вот эта продукция бакалейная Чумак. Они там есть в огромном количестве, и проводятся они еще другие торговые марки. Мы об этом писали многократно. То есть украинский бизнес сотрудничает активно с, ну не весь, конечно, но много кто сотрудничает с Россией. И это, конечно, надо прекращать. Потому что или вы воюете, или вы торгуете. Что-то надо уже на 4-м году войны уже надо как-то с этим делом решать. Вот. И, конечно, мы сильно зависим от российского олигархата. Мы знаем, что половина Киева, там, ну так условно говоря, бизнес вот центров этих всех принадлежит либо откровенно россиянам, причем россиянам агрессивным против Украины, либо, ну, знаете кому, да, бывшим окружению Януковича и так далее. И с этим тоже надо придется что-то делать. Ще одну тему хотів з вами говорити, яка набула неабиякої популярності у соціальних мережах і взагалі у засобах масової інформації. Це тема стосовно серіала «Свати». Хочу зачитати коротко, про що йдеться. Служба безпеки України заборонила в'їзд до нашої країни зірці серіалу «Свати» Добронравову, який зіграв одну з головних ролей в цьому українському серіалі. Росіянин не зможе відвідувати Україну протягом 3 років. Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська. У соціальних мережах дуже піднявся великий галас стосовно
долі цього серіалу стосовно цього актора. Аудиторія розділилася на за і проти. Але для початку хочу, аби наші режисери зараз показали відео, де сам пан Добронравов, як він відгукується про Крим і все, що про це пов'язано. Давайте послухаємо. Не могу быть причислен к этому списку. Я люблю свою страну и, наоборот, считаю, что Крым должен вернуться, как он и вернулся, в лоно своей и в Россию. Поэтому... Короткий такий коментар, але побачили, почули. От, пане Ейдере, спочатку коротко ваш коментар стосовно цієї ситуації, потім вже подетально розберемо. Ну, я понимаю, какие проблемы финансовые у Володи Зеленского и его коллег связаны с тем, что в прокат нельзя выпустить этот фильм. Деньги-то потрачены. Не хочется совершенно злорадствовать никак, потому что я знаю, что они действительно много делают для Украины. И, ну, в смысле, хорошие передачи делают. Да, это коммерческая компания, но все равно это как бы украинский бизнес. Но, с другой стороны, я не представляю себе, как главным героем сериала в Украине будет человек, который открыто ее ненавидит, презирает и желает ее распада. Видимо, наверное, надо перестать снимать русских актеров вообще в украинском кино. Потому что каждый из них может завтра выйти и сказать: я за войну, я за Крым и так далее, за аннексию. И что с ним делать? Это такое заминированное поле. Может быть, в будущем станет лучше в том плане, что своих будут использовать актеров, а не приглашать оттуда. Потому что это тоже какие-то взаимоотношения с российскими гражданами, они лишние, мне кажется, вообще сейчас не нужны, они все рискованные, в принципе. Вот. Но у меня интересный вопрос есть. Вот, тут тоже надо логику объяснить тогда и Зеленскому, и мне, и всем. Вот, да, мы не можем показывать актеров, которые там за Крым наш, за войну и так далее. Окей. Не можем просто их показывать по телевизору. То есть вот не просто не пускать его в Украину, а показывать по телевизору не можем. Так решило государство. Окей. Расскажите мне, на каком основании по украинским телеканалам, радиоканалам демонстрируются песни группы «Ленинград», например. Она открыто выступает в Крыму. Ее песни звучат на всех радиоканалах, включая типа патриотические, как они себя называют. Да? Но извините, это зарабатывание денег, это авторские гонорары идут туда. Это фактически то же самое, что Добронравов, вот этот вот придурочный ватник, значит, будет получать деньги за прокат фильма или там за участие в этом фильме от украинской аудитории. То же самое. И не только он. Это Шнур, вот эта группа «Ленинград». Это группа «Крематорий», гастролирующая в Крыму. Моя когда-то любимая группа моей юности, но факт есть факт. Они совершенно нормально находятся в ротациях украинских телерадиоканалов и продолжают там оставаться. И никто ничего не говорит, хотя это тоже бизнес, авторские отчисления и так далее, и так далее. Таких примеров можно... А вот самый анекдотический пример – это группа «Баста», да? Которая... Запрещен въезд в Украину этому рэперу. И я смотрю, 1 декабря в Киеве анонсирован концерт. Вот будет интересно посмотреть. Уже президент запретил, уже процедуру прописал, что ФСБ с оккупированным Крымом, называя СБУ ФСБ. Вот, СБУ должно заниматься контролем въезда вот этих людей. Ну вот, пожалуйста, вот рэпер Баста. Анонсированный концерт запрещенному к въезду в Украину артисту анонсирован на 1 декабря. Ну, поки що воно там наче спірно, тому що банери прибрали. На одних сайтах продають квитки на концерт, на інших вже ні. Тобто, поки що не зрозуміло, все ж таки так, є заборона, але... Ну... Но это хороший бизнес, кстати. Я, может быть, переводил бы деньги нашим солдатам в АТО. Вот организовывать фейковые концерты, такой бизнес открытия русских запрещенных исполнителей. Пусть вся эта вата несет деньги за билеты, мы потом эти деньги переведем в АТО. Ну, Це шутка, звісно. Але все ж таки, можливо, це колись і трапиться, я не знаю. Але от все ж таки, дивіться, якщо трошки ще розберемо цю тему стосовно Добронравова, тут можна зрозуміти, як ви сказали, і пана Зеленського, і узагальнену ситуацію навколо того, що навіщо нам транслювати в ефірах українських телеканалів відвертого ватніка. Да? Але як вчинити у цій ситуації? Все ж таки гроші вкладені, ну, збитковість шалена, ні для кого не секрет, які гроші вкладаються у зйомку таких серіалів. Але з моральної точки зору так само, це нормально, щоб заборонити просто взяти усім російським артистам виступати і взагалі траплятися десь у нас в ефірах. Що робити в цій ситуації можна?
Но там надо смотреть закон. Как в законе написано, так и надо делать. В законе написано, что нельзя показывать фильмы с людьми, которые вот этим занимаются, да, пропагандой там, войны и так далее. Если нельзя, ну, я не думаю, что этот закон можно как-то перепрыгнуть, и это, вот эта вот наглая, презирающая Украину рожа должна каждый день показываться. Если нет закона, значит, нужно его прописать, и в дальнейшем уже так действовать. Потому что, еще раз говорю, я не злорадствую по поводу убытков Зеленского. Мне совершенно от этого счастья никакого не добавляется. Но, с другой стороны, если это заранее было известно, кто он такой, то тогда, значит, вышли на такой риск сознательно. Если, я просто ситуацию детально не знаю. Если неизвестно было, и он вот только что это сказал, это немножко другая ситуация. Ну, з моральної точки зрення, но закони треба смотрети. Зокрема, от пан Зеленський також в своєму відеозверненні він сказав, що СБУ займається вибірковістю. Тобто, ну от що і ви сказали, да, от дуже багато людей, зокрема Ленінград, які виступає у Криму, не заборонений, баста, продаються квитки. А з іншого боку, різко на цей серіал вище згаданий «Свати» накидаються. Чи можна тут казати про вибірковість СБУ, або ж все ж таки це так от трапилось таке співпадіння? Ну, Що на когось закривають очі, а на когось ні? Ну, я же вижу, что нет системной работы. Зеленский абсолютно прав в этом. Где законы, где прописаны четкие критерии? И пока так будет, он будет иметь право говорить о том, что выборочно его преследуют или там на него напали. Но действительно, почему, если Райкину можно приезжать, его пропустили, он дал концерты в Киеве, в Харькове и только в Одессе, парень прекрасный, Сергей Стерненко, спросил у него, чей Крым, и сорвал концерт. И, кстати, попал в тюрьму. Мы сегодня будем в моем прайме в 9 вечера говорить о судьбе этого парня, вообще об украинских активистах, которых представители власти разных уровней сажают в тюрьмы. Вот. И вот, если бы не он, то Райкин бы и в Одессе нормально дал концерт, а он точно так же высказался, как этот, там, как его фамилия, Добронравов. Добронравов. Да, за Крым наш. Но нет системы, когда... А почему Райкину можно, а актеру сериала нельзя? Понимаете? Вот тут и вопрос-то резонный, но у нас, видимо, есть более важные дела у парламента, чем прописать законодательную базу. Один раз это занимает, я не знаю, там 2-3 дня это может занять, и закон этот принять, закрыть эту тему. Мне вообще очень сильно бесит, когда вместо того, чтобы в законе все прописать и точку поставить, все были ясные критерии. Вот билет, а вот запрет, да? Тут у нас такие бури в стаканах, такие обговорення, такі там всякі суперечки. Навіщо? Тому що закону немає. Якщо він був, не було б проблем. І не було б ось такого бурхнення в обществі. Я вообще против того, щоб вот во время війни тратити время, ресурси, і моральні, і фізичні. А що робити з нашими артистами там у Росії, які без, взагалі, без жалю, без будь-яких приховувань, я не буду перечисляти, бо їх безліч просто цих артистів, які виступають там? Ну, при встрече надо им плевать в лицо, просто и давать пощечины, потому что они мерзавцы, это с моральной точки зрения. А с законной точки зрения я уже предлагал, это тоже решается элементарно, на период войны. Если ты пока территория Украины оккупирована, и пока, если в этот период украинский артист выступает либо на территории страны-агрессора, либо на оккупированных ею территориях, он лишается права на лицензию на концертную деятельность в Украине. Хочешь там выступать? Иди к черту отсюда. Выступай сколько угодно там. Но здесь ты за концерт провести не сможешь. Дома будешь выступать, в подвалах, набитых ватниками. Ради бога. Это твое личное дело. Но коммерцией тут заниматься законной в Украине ты не можешь. Выбирай тут или там. Это тоже надо прописать и закрыть эту тему. Це одна лише проблема. Але останнім часом, після того, як у нас ввели квоти на українську мову, я помітив таку штуку, що ось є у нас українські виконавці, які підтримують Україну, але в них суто російські пісні. Зрозуміло, орієнтовані на українську аудиторію і на російську аудиторію. Але останнім часом, після того, як ввели квоти на українську мову, ми спостерігаємо таку картину. Я не буду, знову ж таки, називати ім'я цих виконавців, бо їх вже теж там, ну, я 5 можу нарахувати без проблем. У них є пісня, як би так, щоб не видати цього виконавця, умовно кажучи, пісня, да? Є пісня під назвою «Пісня» і є пісня під назвою «Пісня». Зрозуміли, для української аудиторії він записує цю пісню, знімає цей кліп українською мовою, для російської аудиторії – російською мовою. Тут би так можна зрозуміти, що він наче і не проти для України працювати, але в той час та сама пісня, тільки перекладена російською мовою, і зняти кліп теж російською мовою для російської аудиторії. Що робити з такими людьми, які начебто і нашим, і вашим? Ну,
говорить о них все, что мы думаем, а что тут можно делать? Если они там гастролируют, тогда такие условия. Если они так и делают, но я думаю, что любой приличный человек просто не должен сейчас никак поддерживать Россию, и никакие клипы, ничем их не развлекать. Это все равно, что идет война, а ты пляшешь там перед оккупантами в казино, ноги задираешь там в рите. Ну, это омерзительно выглядит, но если люди готовы вести себя как мерзавцы, но они просто должны знать, на что они идут. Они должны знать, что они выбирают тогда Россию, выбирают российскую аудиторию, здесь им должен быть бойкот, запреты и так далее. Я вообще за любую свободу слова, но это война, ребята, и если ты с страной оккупантом имеешь дело, это твой осознанный выбор, значит, ты встал на путь коллаборационизма. Окей, иди отсюда и занимайся чем хочешь. Но здесь потворствовать этим людям нельзя. На мой взгляд. І останнє, що хотів підняти у цій темі, одразу хочу сказати нашим глядачам, що жодної позиції за чи проти не займаю, але не посідаю, але от все беру усі висновки з соціальних мереж. Ані Лорак. Бачили, напевно, що тижні 2 тому вона виступила у Палаці Україна, зірвала велетенські оплески від тисяч людей. І ось вже анонсується програма на одному з телеканалів масштабного шоу, в якому Ані Лорак буде ведучою. Вона безпосередньо у себе на Фейсбуці написала, що «очень рада вернуться в Киев, очень рада, что меня здесь очень любо приветствуют, и очень рада здесь уже стать ведущей, соведущей одного из масштабных проектов». Ми можемо очікувати реакцію людей, зокрема тих, які виступали проти того, щоб Ані Лорак взагалі поверталася в Україну, тут виступала, очікувати їх реакцію. Але з іншого боку, від держави жодних заборон, жодних слів стосовно цієї виконавиці. Я її просто привожу, наприклад, тому що вона одна з яскравих персон, яка от задіяна у таких конфліктах. Але на державному рівні, знову ж таки, немає жодного вердикту, результату. От що робити з такими людьми? Вот я, например, даже забыл, как фамилия у нас министра культуры. Потому что я его не вижу, не слышу. Евген нигде. Лещук. Да, он ведет какой-то странный образ жизни, замкнутый. Я не знаю ни о каких его действиях, направленных хотя бы на публичное осуждение таких вещей. Стосовно цих ситуацій теж я не бачив в нього жодного Ну вот и все, меседжа. ну вот и все. Когда человек, вот министр культуры, авторитетный, там, актер, там, кто он, режиссер, почему он не высказывается, почему он молчит? Он молчит, и всем можно. Все с головы гниет. Если не высказываются первые лица, главные авторитетные люди в стране, ну тогда все можно. Ведь Аня Лорак, она прощупывает сейчас, насколько вот это рвотный рефлекс у украинцев, насколько он как бы смягчился Іван или Дорн нет. теж саме. Да, Иван Дорн такой же чмо. Вот я просто интересно, я думаю, что найдется на всякого этого Дорна и на всякую эту Лорак найдется свой Сергей Стерненко, который выйдет к ним на сцену и задаст вопрос про Крым и про Россию. Они хотят этого, они этого добьются. Если государство ничего не делает, придут люди и спросят с них, потому что слишком много людей, которым не все равно, что их унижают. Не все равно. У нас лишається 30 секунд до кінця ефіру. Пане Айдаре, будь ласка, проанонсуйте те, про що говоритимете у своєму праймі. В своем прайме в 9:00 вечера мы будем говорить о Сергее Стерненко, о ситуации в Одессе, где вот этого прекрасного парня, который патриот и бьется за Украину, посадили в тюрягу и назначили за него огромные, не выкупы, а как это называется, заставу. Залог. Да, который ему не под силам оплатить. И сейчас там в Одессе очень большое бурление. Одесса город сложный. Мы знаем, что там очень много ватного элемента. И в гостях у меня в программе будет известнейший одессит, художник Александр Ройтбурд, который много об этом пишет и говорит об Одессе и ситуации там. А на связи с нами по скайпу будут активисты из Одессы. Мы будем все показывать, рассказывать и принимать звонки в студию от активистов, которые также где-то еще преследуют. К сожалению, преследуют активистов очень много где в Украине. И тема такая, это преследование активистов украинских со стороны властей. Дякую вам дуже. Айдар Муждабаєв, журналіст, був гостем цієї години у нашій студії. Вже повернемось до цієї студії за 20 хвилин, а за 5 хвилин новини Заман в ефірі телеканалу АТР.